В этом году мы отмечаем большой юбилей. 9 мая исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Великая Отечественная война длилась 3 года и 10 месяцев. Это 1418 дней. О событиях с 1941 по 1945 год написано сотни книг и снято множество фильмов. Казалось бы, об этом историческом периоде нам известна каждая деталь. И все-таки это не так. Привычные атрибуты праздника появились не за один день. К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведен лишь один парад в честь Победы – 24 июня 1945 года. За эти годы праздники ограничивались по большей части только салютом, однако вся страна вместе с ветеранами минувшей войны отмечала День Победы, невзирая на отсутствие официального выходного. Теперь расскажем об истории этого праздника немного подробней. Празднование Дня Победы 9 мая было введено указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Они предписали считать этот день нерабочим. Однако указом того же Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года, спустя 2 года, выходной день все-таки был отменен. Вместо Дня Победы нерабочим сделали Новый год. Только спустя 2 десятилетия, уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году, 9 мая снова считался нерабочим днем. С тех пор масштаб нарастал, однако после распада СССР парады на 9 мая на Красной площади не проводились до 1995 года. С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно, но без военной техники. С 2008 года в параде участвовала военная техника, в том числе военная авиация. В 2012 году в Томске была впервые проведена акция «Бессмертный полк». Начиная с 2013 года эта традиция распространилась по всей стране и с каждым годом охватывает все больше городов и других стран. 10 мая 1933 года в Берлине и некоторых других немецких городах сожгли более 25 тысяч томов неугодной режиму литературы. Сжигали труды Эйнштейна, Маркса, Фрейда, Томаса Манна, книги Ремарка. Из советских авторов в запрещенный список попали Серафимович, Катаев, Горький и другие. За процессом сжигания книг должны были следить молодые люди из Союза студентов Германии. В настоящее время 10 мая отмечают День книги в Германии. По разным подсчетам, в Красной армии служило от 600 тысяч до 1 миллиона женщин, включая 80 тысяч офицеров. Более 90 женщин получили звание Герой Советского Союза. Впервые в мировой истории в вооруженных силах СССР появились женские военные формирования. В частности, из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительский полк ПВО. Также были созданы отдельная женская добровольческая стрелковая бригада и отдельный женский запасной стрелковый полк. Женщин-снайперов готовила Центральная женская школа снайперов. Кроме того, была создана отдельная женская рота моряков. История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину. Добившись зачисления в ряды воинов Красной армии, женщины овладели почти всеми военными специальностями и вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли военную службу во всех родах войск советских вооруженных сил. Гитлеровская армия была оснащена мощной военной техникой и считалась самой лучшей в мире, но она оказалась не готова к русской зиме. Танки не заводились, люди погибали от обморожения. Поэтому первое, что пытались добыть у русских – валенки. На теплую одежду меняли все, даже драгоценности. Вам известно, какого человека в СССР Гитлер боялся даже сильнее, чем Иосифа Сталина? Слушая сводки Юрия Левитана, фюрер осознавал, какое большое влияние тот имеет на Советский Союз. Ведь голос диктора был нерушимым символом свободы для советских людей. В Германии расценивали сообщения Левитана как мощное информационное оружие.
а сам диктор стал для Гитлера главным врагом. За голову Юрия Борисовича верховный главнокомандующий предложил более 100 тысяч марок. Это около 1,5 миллиона рублей. Но советские власти тщательно оберегали диктора. К нему приставили охрану, которая круглосуточно несла свою службу. План Гитлера по захвату Левитана не сработал. В мае 1945 года великий советский диктор сообщил о победе над немецкими захватчиками. Под Москвой воевали пушки времен русско-турецкой войны. Мало кто знает, но на одном из участков фронта решающую роль сыграли русские пушки, которые были изготовлены на Императорском орудийном заводе в Перми еще в 1877 году, а было это в районе Солнечногорск, Красная Поляна. Там, где сражалась обескровленная долгими боями 16-я армия под командованием Константина Рокоссовского. Еще в 1938 году из Ленинграда в Москву была переведена артиллерийская академия, основанная в 1820 году. Но в октябре 1941 года она была эвакуирована в Самарканд. В Москве осталось около сотни офицеров и служащих. В академии работал пожилой человек, который хорошо знал местоположение артиллерийских арсеналов в Москве и в ближайшем Подмосковье. Там, где были законсервированы изношенные и очень старые артиллерийские системы, снаряды и снаряжение к ним. Все это имущество хранилось настолько аккуратно, что могло использоваться по назначению. В течение суток сотрудники Академии выполнили приказ и сформировали несколько огневых батарей противотанковой обороны большой мощности. Большую роль в Великой Отечественной войне сыграли не только люди, но и животные. В основном использовали собак или голубей. Собаки искали в лесах и болотах раненых, доставляли важные сообщения, уничтожали вражеские машины. Всего с линии огня четвероногие друзья вынесли более 700 тысяч солдат, разминировали 303 города и населенных пунктов, в число которых входили Брянск, Минск, Варшава, Смоленск, Сталинград и другие. За годы войны собаки обнаружили более 4 миллионов мин и уничтожили более 300 боевых вражеских машин. Голубей же часто использовали в качестве шпионов. К груди пернатых пристегивали портативное фотоустройство и с ним отправляли в небо над позициями противника. Таким необычным способом получали достоверные данные о вооружении и численности немцев. Гитлер, кстати, отдал приказ об уничтожении этих птиц. Немцы не только отстреливали пернатых, но и ходили по домам с целью изъятия и дальнейшего уничтожения данных птиц, а сокрытие голубей каралось смертью. Продолжим тему животных. Вместе с людьми на фронте сражались еще и олени. Специальные оленотранспортные войска были сформированы из оленеводов и животных. Известен факт, что в 1942 году из Ижемского района отправились воевать больше 1200 оленей. Задачей оленотранспортных войск было доставлять на передовую грузы, в том числе продовольствие, одежду, оружие и боеприпасы. Обратно в тыл они увозили раненых и убитых. В память об оленьих батальонах в республике Коми и Ненецком автономном округе установлено несколько памятников. Если посмотреть, сколько кинокартин посвящено теме Великой Отечественной войне на сайте Кинопоиска, то результат выдаст 200 фильмов. Самый первый военный фильм был выпущен в 1942 году под названием «Секретарь райкома», а самый популярный по количеству оценок зрителей фильм 1973 года «В бой идут одни старики». Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.